Открытое детско-юношеское первенство по авиамодельному спорту в 5-й раз состоялось в Петербурге. Кто сегодня отрывается от планшетов и компьютеров, чтобы своими руками смастерить миниатюрный самолет и запустить его высоко в небо, выяснила Наталья Санеева. Миниатюрные самолеты поднялись в петербургское небо. Опытные авиамоделисты и новички всех возрастов запустили в воздух добрую сотню самодельных кукурузников, метательных планеров и копий боевых самолетов. Для испытаний выбрали большое поле за городом Пушкиным. Условия для всех участников первенства общие, то есть одинаково строгие. Основная задача пилота – как можно дольше продержаться в воздухе без работающего двигателя, но не более 5 минут. И сесть с максимальной точностью на то место, с которого он взлетал. Это основная задача и основные критерии, по которым делается оценка. Эти требования выполняли пилоты радиоуправляемых самолетов. Ребята из младших групп запускали безмоторные планеры. Им просто нужно было продержать самолет в воздухе как можно дольше. Большинство конкурсантов – воспитанники авиамодельных кружков и секций. Александр Ботинев 4-й год учится в Аничковом дворце. Все свои модели делает сам, покупным не доверяет, могут подвести на соревнованиях. Фюзеляж делается из обычной удочки, берется средняя часть от удочки и все. Дальше тут фанера и клеится все на эпоксидную смолу. Дальше крыло сделано по технологии. На ЧПУ станке вырезается пенопластовая заготовка и обтягивается бумагой для подарков. Участники из младшей группы тоже делают свои самолеты вручную. Над одной моделью из дерева и пенопласта трудятся 6-7 занятий. Третьеклассник Саша Иванов занимается в авиамодельном кружке при воскресной школе города Пушкина у протоиерея Андрея Томашевича. Видимо, религиозные уроки не проходят даром. На соревнования мальчик взял несколько запасных моделей на случай неполадок, но раздал их на запчасти собственным конкурентам. Это загадка. Мы победим, не победим, потому что самолет может сломаться вообще. То есть крылья, а если крыло сломалось, то его никак не починить. Нужен титан, клей титан. Заклеить титаном и булавки, чтобы оно хорошо держалось. Одним из победителей стал воспитанник Гатчинского авиамодельного объединения. В прошлом году он занял 2-е место. В этот раз ему удалось продержать радиоуправляемый самолет в небе почти 4,5 минуты и приземлить на максимально близком от себя расстоянии. Его тренер, мастер спорта международного класса, сам в детстве занимался авиамоделизмом, потом отслужил в армии в авиации и с тех пор учит детей делать копии самолетов. Они испытывают огромный эмоциональный восторг, эмоциональное ощущение. Ну и получают очень огромное удовлетворение. У очень многих моих воспитанников по окончании учебы в школе многие поступают в учебные заведения, связанные с авиацией. Среди болельщиков на первенстве было рекордное количество мужчин. Отцы, дедушки, старшие братья вроде бы приехали поболеть за своих участников. На деле сами с горящими глазами запускали неподалеку покупные самолеты и вертолеты. Наталья Санеева, Невское утро.